Господа, наверное, то, что... Да, Минкевич Олег, живу в городе Рига, там родился. В жизни, так, мы так говорим уже как верующие, сатана так обманул был. 17-летка попал и вышел в 29. Ну, вот как сегодня говорилось, что рецидив, да? И как говорилось, что полгода и опять в карантине. Вот у меня было полгода, и я был в карантине. В 89-м уже с Волковыска освободился в январе, а в июле там уже пришел. И некоторые думали, что я на больнице. Я, всех вас уже только вот Олег Петрович, уже мы не знакомы. Слава Господу, да, что я в 97-м году оттуда уже освободился по сроку, еще с надзором, потому что не верила администрация. У меня такой был перечень моих там и России, и Белой Лебеди, и уже, знаете, набрал всего там списки. И не верили, я могу понять, что как так поверить, был такой же. Но вот так Господь делает такие чудеса. Мне начальник милиции, видя через время, уже руку подал, говорит: Олег, рыбак был, не знаю, кто сейчас меняются, но был рыбак одно время. Вот. И он за руку говорит: Олег, рад за тебя, рад. А я ему уже говорю, свадьба у меня в 2000 году. Вот. И скажу, благодарю Господа, что вот с 97 года у меня семья, я воспитываю 10 детей, слава Богу. Я женат, и я хочу, чтобы жена моя встала. Светочка, встань, пожалуйста. Вот, потому что это часть моего благословения в жизни. Я, братья и сестры, друзья дорогие, всех, кто здесь присутствует, благодарю, садись. Вот. Что она решилась, ведь говорили, за кого ты идешь? Это человек молодость в тюрьме провел. За кого ты идешь? Она в вере это сделала. Она понимала, она почувствовала, что это от Бога. Слава Господу. Поэтому я так попросил, и такой знак вот для нее, такое внимание. Я покаялся в 95-м году, да, когда братья прихватили, я уже ходил в этот один из этих домов, так скажем. Это 95-й год был. Вот Геннадий знает, он на втором этаже был начальник отряда, а Скудный Игорь Иванович, что был мой, он в 15-м был. Вот. Занимался мной все. Но никто не мог ничего сделать. И Россия, смотрите, и там, и этот Белый Лебедь. А внутренность невозможно поменять. А пришел Христос в жизнь. Знаете, и вот в 95-м я плакал в том доме, упал на колени, рыдал, говорю: Господи, прости меня. Я помню одну фразу четко так, что да не творят руки мои больше зла. Потому что вот это были мои такие грехи, что там тогда статьи такие 187-я, превышение пределов необходимой самообороны, и потом и страшно статьи, все с руками связано, что злость, злоба, все Христос это убрал. И вот сегодня мне приятно слышать, что Олег Петрович говорит: вот был, я не чувствовал, говорит, что есть какой-то барьер. Я когда уверовал, знаете, никакого барьера нет. Уважение, понимание, что без вас никак, то здесь не надо никого обуздывать, хватает слова. А так живем в таком мире, что это еще все приходится нажать. Вот, я не знаю, чтобы время больше не забирать. Да, служение рукоположили пресвитером в Лидской поместной церкви христиан веры евангельской. Дети, старшие будет 20, она уже член церкви. Семья характеризуется положительно, слава Богу. Это ему слава. Дети подрастают, уже колледжи заканчивают, сейчас на работу пойдут. Одна по музыке, другая воспитатель, логопед, там на высшее планируют, на сокращенную. Сын в лицее учится хороший, почти отличник тоже. Бог доверил 10 детей мне воспитывать. Вы представляете? Я говорю: Господи, мне воспитывать. Меня подполковники воспитывали. Ничего, могли усмирить, могли что-то сделать. А вот сердце поменять не мог никто. А Иисус это сделал, это Бог. Пришла вера. Я понял, был день, когда я закричал в локалке. Вышел в 94-й год, и я
помню, вот это вот, как на шведские горы, возле бани накрыты. И, знаете, я говорю, Господи, почему в моей жизни все так плохо? Почему? Но я не претензию ставлю уже Богу. Я выход искал. Я искал выход. И говорю, если ты есть, помоги мне. И сам произнес, я верю, что ты есть. Вот это был перелом. Это был, дорогие, перелом в моей жизни, который все уже потом поменяло, 95-й год. Вот такие уже события. И поэтому благодарение Богу я хочу сказать сегодня, что и мы здесь, что у нас так все сложилось. Вот, верующие, не знаю, вот за прекрасных людей. Мне хочется выражать благодарность. Мне приятно, что вы здесь. Я очень хотел, чтобы вы были. Меня уже Геннадьевич больше помнит. Мы рядышком были. Хотя я докучал. В 15-м кто-то смотрящий был с России меня. Там был Трусковский, тогда Кулак такие. Говорят, тут надо там серьезных ставить. Такая вот ерунда, извините, такое слово. Вот была в жизни. Не понимал. Но искал, хочу сказать вам правду. Вот этим прельстился законами по малолетке, какой-то справедливостью, каким-то подходом. Так обманывал, Слова Божьего не знал. Но когда встретился с Евангелием, я думал, вот это то, что мне нужно. И Христос говорит, блаженны, алчущие и жаждущие правды, ибо они утешатся. И сегодня рад, вот я сейчас скажу, что в больнице там был когда-то тоже туберкулез, уже на свободе, еще до женитьбы, 98-й год. И приходилось людям, стыдишься говорить, что там буду. Я рад, что нету татуировок. Хотя должны были бы, сейчас понимаю, что Бог меня уберет. У меня нет вообще татуировок, там какая-то точка, что попросил попробовать или больно. Бог уберет. Бог знал, что надо будет проповедовать, что надо будет быть пресвитером церкви. Не надо, чтобы люди приходили, знаете, сразу вот так обращались. Где-то надо, я засвидетельствую. И я рад, что мне приходилось доказывать, что я в тюрьме. Понимаете? Человек, там учитель где-то со мной лежал, говорит, Олег, я не верю, ты выдумываешь. Олег, я не верю, ты выдумываешь. Я благодарю. Это все сделал, как один говорил тоже человек помилованный, все сделал Иисус из Назарета. Вот, Он живой, Он есть, это не номинально, когда мы приходим сердцем, и Он не только для заключенных, Он для всех, для всех. Пока человек здесь на земле, пока есть время, Христос, Он для всех, для спасения души человека. Пусть Бог благословит, я думаю, так уже за много сказал. Спасибо вам огромное, спасибо вам огромное. Слава Богу за братьев наших, за Тимофеевича, за всех, кто трудится, трудился там. Слава нашему Господу. Аминь.